Друзья, всем привет! Сегодня выскочил в лес посмотреть грибы. Все-таки должны ребята уже выходить. Неделю назад до поездки на Таежную речку я ездил на разведку. Грибов не было. Но опять же, прошла неделя, ребята, идут дожди. Ночью тепло. Все-таки грибы должны быть уже по расчетам. Кировская область собирает. У нас тут один из районов уже вроде как начали собирать. Так что и у нас в принципе все должно. Заехал в Бор, ребята. Погулять по Бору. Если на Бору ничего не найдем, будем перемещаться на поля. А вот, друзья, первый гриб. Первый грибочек. Подосиновик. Уже такой переросток. Уже большеватенький, ребята. А? То бишь уже, значит, что-то есть, какое-то дело. Ну, скорее всего, ребята, он большой. Оставим его белочки. Вот так вот. Потому что я не брал ни корзины, ни ведра. Взял пакет. Так. Ну что, разведка все-таки. Я просто его не довезу, ребята. Ну, ножку можно забрать там. А шляпка, она пропадет. Так, ну что. Первый гриб, ребята. 20-24 июнь. Подосиновик на Бору. Бор небольшой, такой приятный. Вот именно здесь вот собираем вот этих подосиновиков. Белые здесь есть боровики, но они редко. А в основном в другие бора езжу. Так, ну что, первенький есть, да? Мне кажется, сейчас в данный момент искать надо какие-то более низинки, более какие-то, может, полянки, где не сильно попадает солнце и влага. А так вот, смотрю, здесь сухо, ребят. Здесь сухо, полностью сухо. Сейчас заходил, какие-то звуки непонятные. Такой рев 2 раза. Что-то, как будто, знаете, человек кашляет, но очень громко. Не на медведя бы, не напороться. Так, ну что, один есть, ребятки. Давайте второго. Очень люблю по лесу ходить, ребята. Очень обожаю. Кто на канале давно знает, что я очень люблю собирать грибы. Это прям, я не знаю, одно из моих любимых тоже занятий. Я, правда, в очках, ребят, но в очках, поверьте, намного лучше даже видно, чем без очков. Пишут многие: солнце, ребят, это не солнечные очки. Это противобликовые специальные очки. В них не щуришься. И зимой очень приятно в них, когда снег с солнцем, тем более весенний. И на воде, когда вот морось или такая рябь, волна небольшая, тоже в них приятно, потому что как раз вот эти коряшки, вот их очень хорошо видно. Рыбу видно, и грибов тоже нормально видно. Так, ну не густо, ребята, не густо. Надо искать пятачки. Возможно, зайду в аппендициты, я их так называю. Это такие небольшие местечки, скромные, укромные. Так, вроде там как будто болото, а там хоп, и маленький борик. Вот в них пройдусь. Если ничего не найдем здесь, то поедем на поля. На полях должны уже, мне кажется, быть 100%. Короче, ребят, все, ладно, заболтался. Давайте погуляем вместе со мной. Чаечек, кофеечек. Ну и лайкосик врубили и погнали.
центру боров, я так понимаю, нету. Попробую спуститься в низинки, такие уже более черничные места, и они более такие низинистые. Возможно, там получше будет, не знаю. В прошлом году, я не помню, какое это число было, но я открылся по грибам, ребята. Знаете как? Наверное, многие смотрели этот ролик. У дороги я нашел семью 40 штук или 44 штуки в одном месте. Красноголовик. Полный пакет собрал грибов там. Это было мое открытие. Это было круто. Я ехал на мотоцикле и вот так заметил, вдоль дороги стоят. Кстати, сегодня тоже туда зайду, ребята, обязательно посмотрю. Ну, смотрите, братцы, тишина. Вот один стоял, переросточек. Ну, как переросточек, нормальный гриб. А вот что-то такого, типа, как маленьких малышей, я не вижу. На бору еще тихо. Ну, тут сейчас прогуляюсь, если что, срежу и на выход. На мотоцикл и погнал перемещаться вообще 3 секунды, ребят. На мотоцикле прям кайф. Кайфую от этой техники. Именно для леса это прям находка, я не знаю. Широкие колеса. Вообще пушка. Никакого сцепления. Щелкаешь только передачки. И ехаешь. Все. Так, ну что. Низинки тоже, ребят, нет. Сейчас выйду, там одно место такое интересное есть. Типа как уклон. Частенько тоже стоят там, бывает. А так здесь, ребята, я знаю каждый куст. Я здесь с самого детства бегал. Еще с родителями. Потом сам уже начал бегать. А сейчас у меня уже и дочь вот ходит. Сегодня тоже просилась со мной. Но я говорю, грибов скорее всего нету. Устанешь только, неинтересно будет. А когда уже грибы, я знаю, что идут, то вот, ну, одно удовольствие походить по бору, погулять. Такие дела. Ладно. Нам бы штук 10, ребята, свежачка на жарежку. Больше-то и не надо. Ветерок верховой. Деревья скрипят. Внизу тоже нету. Ладно. Переходим в следующий угол. В общем, нету, ребят, на бору. Бор пустой. Прошел низину, прошел там такую окраину, прошел посередине бора. Ну, не считая того одного, как бы грибов нету здесь. Рано еще для бора. Будем аппендициты взрывать. Там поглядим. Сейчас срезаю, чтобы ноги не забивать. И на дорожку. И к мотоциклу. Но там как раз возле мотоцикла надо проверить, ребят. Вот там пятачок такой, где в прошлом году 40 штук нашел. Надо туда заскочить. Я что-то проехал. Ходом не посмотрел. Такие дела. Так, ребят, ну что, дошел я до мотоцикла. Сейчас пятачок посмотрю, где в прошлом году нашли. А вдруг, ребята стоят. А? Кстати,
постоянно пишут, когда грибы, ну, выкручиваю, вырываю с корнем. Изверг. Неправильно, надо срезать. Грибов больше не будет. Ребята, здесь мои родители ходили, я хожу. У меня уже дочь ходит. Они все растут и растут на этих местах. Так что это все это брехня. Кто там вам сказал? Грибы, ребята, без разницы. Вот он все рычит, блин. Что так, они растут. Гриб сам по себе позаботился, ребят. Так что, да, грибница, но когда ты выкручиваешь или вырываешь вот, ну, там, я не знаю, 1/10. А грибница, ребята, она просто мощная. Так что не надо писать, постоянно пишут. Вам дедушка сказал с бабушкой, вот надо так, и вы думаете, это правильно. Почитайте за грибы. Ладно. Смотрим, ребятки. Грибочечки, грибочечки. Грибок. Покажись, ты покажись. Ну что, в принципе, ребят, я подхожу к этому месту. Что-то как-то ветрено стало. И никого, я так понимаю. Никого. Никого, ребята, нету. Хотя стоит. Вот он, ребята. На этом же месте. Красавец. Тут они такие красные, ребята. Четкие. Кто-то орет, хрен поймешь. Да так страшно, блин. Не знаю, слышали, ребят, на камеру, нет? Ну там в ручье вот именно кто-то. Чуть-чуть червивый, ребят. Но шляпка огонь. Вот дорога уже. Вот тут. Я в прошлом году именно вот тут и нашел. Вот только один, походу, стоял. Больше нет никого. А нифига, ребята. Еще есть. Вот еще один. Блин, прикольно так. Знаете, прям сюда шел и я проехал тут на скорости. О, еще один, ребята. В мху такой. Длинноногий. О, какой. Красавчик. Опа. Еще два, ребят. 3. Смотрите. Вон малыш. Вот. И вот. Вот вам, пожалуйста. Блин, на этом ровном месте. Я где-то вот в этом пятаке, ребят, нашел тогда 40 штук. Вот таких же.
А ходил тоже на бор, грибов не было. Но в этом году только 5. Только 5, ребят. Все. Нет больше никого. 5 грибочек, и какой-то зверь там рычит, орет. Странный какой-то звук, я даже не могу понять, кто это. Да. Опять полянка дала. Классно. Ну, заедем еще на такую же полянку. Не 3, ребята, 4. Еще, кажется, малыш был. Не заметил. Вот этому ровно сегодня ночь. Вот этому грибочку. Чистый. Вот это тоже ночь. Да что там происходит, бля? Чистоган. Вообще чистейший, ребят. Вот тут буквально за ночь выросли. Прям как будто под заказ. Короче, надо, ребят, свалить отсюда. Тут какие-то звуки стрёмные, непонятные. И не птица, и не... Хрен поймешь, блин. Как будто кто-то, знаете, вот так человек отхаркивается, но очень-очень громко. Поехали мы отсюда. Я, правда, когда остановился, тут погазовал специально так. Не просто так, ребята. Тут раз тоже пишут, типа, что газуешь, что типа, что за понты. Приехал, обозначился звуком. Вот и все. Так, ну что, обновил ножик, ребят. Грибочками. 6 штучек. Отлично. Еще столько же и будет хорошая жареха. Пахнет, ребята. В лесу пахнет классно. Уже пахнет вкусно. Все начинает цвести. Класс. Пробираюсь, ребята, еще одно место. Ну, такая же низинка, ребят, как вы видите. Там уже болото. А здесь как бы вот окраина. Именно в таких местах сейчас надо смотреть, потому что здесь и, ну, более-менее сыро. Брусника зацвела, смотрю. Прям хорошо. Отлично. Посмотрим в этом году, какой урожай будет. Правда, лета нету. Вода вон большая. О, стоит, ребят. Ждет Андрея Викторовича. Ух, красавчик. Вообще красавчик. О, а вон еще один, ребята. Видите, сразу даже не заметил. 2 штучки. Вот так. Из замха вырываю. Дырочку закрываю. Опа. Вон 2 штучки. О, 3, ребята. Далее. Глаз еще нифига не набит. Три штуки. Лес какой-то сегодня разговорчивый. Весь пищит, весь орет, скрипит. Классная полянка. Чистенький.
Чистенькие, чистенькие. Вот аппендицитами, ребят, я называю именно вот так. Видите, вроде болото. Ну, не знавший человек сюда не пойдет. А тут бац. И вот такой борик. Красавец. Маленький. Но бывало, блин, выручает. Когда именно ажиотаж, когда людей очень много. Вот такие аппендициты я захожу и бывает собираешь здесь гриб. Хорошо. Небольшой борик. Ну, 10-20 штучек тут нашел. Потом в другом месте. Вот тебе получается уже ведро. Тут обычно белые растут. Ну и красноголовики тоже попадаются. Я их так называю. Так-то подосиновики. Вот тут по чернищенку сейчас прогуляюсь. Может, найдем кого. Сегодня хорошо, блин. Ветерочек. Так, прохладненько. До этого, когда мы ездили на водометах, душняк стоял страшный. 26 жары в лесу, блин, с комаром. Такое себе, конечно, удовольствие. Оп! Прогуляюсь, посмотрю. С одной стороны, ребята, ничего не понятно, да? А это петля. Была петля. Это дворик был. Скорее всего, вот эта палка. Да, вот. Это была палка. Здесь сторожок. Вот. Специально окапывается лопатой, чтобы был песочек. Для боровой птицы это самая тема. Камешки, чтобы переваривать пищу. И вот дворик закрывается. Именно здесь проход остается. Птица именно туда идет. Попадает в петлю. И вот эта жердина, она поднимается. И птица висит, получается. Она не на земле. Ее никто не может ни мыши достать, ни лисы. Бывает за лапу, бывает за крыло, бывает за шею. Вот это старый путик у кого-то был. Сейчас уже никто этим не занимается. Раньше вот такие петли ставили, да. Ну это вот как раз на глухаря, на косача. На рябчик-то понятно, петли совсем другие. Ну и рябчик туда тоже попадался. Да все попадалось. Я помню, пацаном шел. Смотрю, вот такая ловушка. Косач висит. Подошел, посмотрел. А мы с дядькой были. Дядька говорит, не трогай. Не твое, говорит, нельзя. Короче, нет, ребят, здесь. В этом месте тоже нету. Буду уходить. Сразу видно. При заходе еще нашел. А вот на самом бару, как бы, на борике нету. Ну ладно. Пойдем еще посмотрим в одном месте. Если что, поедем на поля. Да, тишина здесь, ребят, никого. Никого. Никого, ничего. Но уже, ребят, начинается. Скоро на барах тоже будет все это дело, потому что впереди дожди местами. Средняя погода 17-20 градусов. Что для гриба самое то. Но лес сегодня прям разговаривает. Все подскрипывает.
потихоньку, ребята, выезжаю. Так уже какие-то места просто проезжаю на мотоцикле. Вот, допустим, здесь вот этот край надо пройти, посмотреть. Здесь тоже бывает растут. Вот так мотоциклом пройдусь, чтобы уже не глушиться, ничего. Никого не видать. Вот тут тоже бывает по окраине стоят красноголовички. Видать? Нету. Никого, ребята. Так, ладно, что? Таких мест здесь много, можно везде ходить. Вот по 2-3 можно собирать, но я не знаю, есть они, нету. Едем на поля. Там уже, наверное, проверено будут 100%. Если на бару есть, на полях должны по-любому быть. Десять минут, ребята, я уже на полях. В прошлый раз посмотрел, я здесь ходил, я думал, тут медведь перерыл, тут, кажется, кабаны были. Но в прошлый раз я здесь тоже ничего не нашел. Вот сейчас посмотрим. Вот клевер такой, ребята, вот видите. И вот они прям в траве вот растут. Именно на полях. Здесь много подберезовика, когда гриб идет. Ну и, соответственно, и красноголовики, подосиновики. Вот если вот на бару я нашел прям красная шляпка, то здесь должны быть оранжевые такие фонарики. Вот надо прям смотреть. Не знаю, какие-то следы, ребят. Видать, тут тоже кто-то ходил. Проверял. Ну, прогуляемся, что, посмотрим. Может, найдем. Десяточек-то мы уже нашли. Уже на жарешку будет. Свеженький. Вот эти, ребята, перекопы. Тут все перекопано, блин. Вообще все. Слушайте, ну пока тишина, ни одного не вижу. Я почему-то был уверен, что здесь-то точно будут. Если мы в лесу нашли, то на поле должны быть. Борщевик, ребята. Этой тоже дряни хватает у нас, блин. Раньше премию дали за это говно. А теперь избавиться не можем. Сейчас еще и штрафы дают, если возле участков растет и не косят. Это птичка, птенец, что ли. То штраф дают 15 тысяч у нас. Ну, такие дела. А, вон она. Гнездо тут у нее. Вон, видите, ребят, сколько его. Целая плантация, блин. Да, в детстве пообжигались, помню, пацанами. Кто-то нормально перенес. А вот корешок у меня, допустим, сейчас в Питере живет. Так у него 2000 километров расстояния, грубо говоря. Как борщевик начинает цвести, так у него волдыри вылазят. То бишь в крови
И по сей день он мучается каждое лето. Ах ты, бля. Дебри. Нет, нифига, ребята. Нет красноголовичка-то тут. Вот дела, блин. Вот дела. А я думал, будут. Но нету. Так, ладно, пройдусь еще. Тут какие-то следы, видать, кто-то ходил на днях, что ли. Может, что было, может, подсобрали. Да не, скорее всего, нет. Просто нету. Так, ну что, на полях нету, ребята. Здесь обычно всегда есть грибы. Именно вот здесь. Маленькие такие осинки. Не зря же называют подосиновиком. Березки вот такие. И вот здесь он в траве. Его много здесь постоянно. Ну нету. Даже подберезыка нету. В общем, не буду терять время. Переедем. Раз уже сюда приехал, поднялся. Тут Борик недалеко. Заскочим туда. Там посмотрим. Раз на бару нашли, может, там еще найдем. В принципе, уже достаточно, ребят. Разведочка показала, что начинается все это дело. А сейчас корзину там корзинами собирать, ребят, не, смысла нету. Когда гриб пойдет, тогда его и будем собирать. Это первые грибы, так, баловство, так скажем. А уже в конце августа, начало сентября, как правило. Но опять же по осени смотреть надо будет. Будем собирать. Нормально порыли тут они. Так, друзья, ну что, еще одна локация. Небольшой барок такой. Красивенный. Я бы его назвал елочками, знаете. Вот, смотрите, ребят, видите? Маленькие-маленькие елочки. Место такое тоже. В основном боровики растут. По сезону сюда заезжаю. Попадается, конечно, тоже подосиновик. Ну, немного. Там, в углу. Туда я иду. Но место красивейшее, ребята. Вообще. Сказочно, я бы сказал. Знаете, если бы тут река текла, вот, блин, сюда бы избушку поставить. Просто потому что тут круто, ребят. Кайфово. Классное место. Красивое. Так, ладно, что, до угла. Там посмотрим. Ну, так, думаю, уже раз, что, поднялся. Видите, первые самые грибы, ребята, они еще только точечно начали выходить. Не массово, а вот так прям. Ну вот, как бы, да, ну что, места же одинаковые. А вышли только там, где вот, ну прям благоприятно им было. Вот они вышли. Так что это только-только первые, самые, я бы сказал, из первейших. Ну вот, друзья, вот угол. Если не здесь, то, в принципе, можно смело разворачиваться и выходить. Вот такой мох. Такие елочки. Вот, возможно, здесь что-нибудь найдем. Место прям такое, как раз сейчас подходящее. Солнце сильно не попадает. Но, скорее всего, ребят, никого. Ну да ладно, что.
Ну да ладно, что поделать? Ничего не поделать. Нету, да. Если были, они были. Тут уже без вариантов. Вон сколько можжевельника стоит. Раньше луки делали пацанами. Очень гибкое. Я бы сказал, даже не дерево, а куст. Ну и вот все, тут у нас сбор заканчивается. Там из болотина идет. Выезжаем, ребят. Выезжаем. Все, ребятки, прогулялся. Поедем домой. Как и заказал, короче, говорю, штук десяток бы найти, ее было бы круто, так и получилось. Все уже вот. Погода немножко теплеет к обеду, ну, точнее, повышается. И вот повылетали. А вот да. Сейчас они днем начнут хозяйничать, блин. В лесу, конечно, хватает этого всего. Ну что, ребят, прогулялся. Начинается движуха, потихоньку начинают вылазить. Через неделю, мне кажется, смело можно даже прогуляться. О, рябчик лунился. Даже можно будет прогуляться, уже что-то подсобирать. Ну а так, разведочка, прогулочка. Что тут пару часиков-то мне заняло. На мотороллере это что, 3 секунды там, 3 секунды там. Красота. Поеду, ребят, я до дому. Так что пишите, как у вас обстановка с грибами. Ну, будет интересно. Начинаете собирать, кто-то собирает. И вот именно пишите вот там, допустим, там Москва, там грибы есть. Было бы шикарно почитать. Вот. Все, ребят. Так что сезон открыли по грибам, по тихой охоте. Красота. Сегодня пожарим. Вкуснятина. Я люблю свеженький. С маслом, с чесночком. Под картошечку, ребят. Ух, пушка. Все, ребят, давайте быть добру. На связи. Пока.